Сейчас, пока включат презентацию, я хотел все равно несколько слов сказать о том, почему мы этим занимаемся. Вот, я являюсь представителем экологического движения «Биом», и мы как бы представляем некоторую такую систему внутри гражданского общества, которая ответственна, с нашей точки зрения, за то, чтобы каким-то образом указывать, смотреть и анализировать экологические риски. Собственно говоря, вот проблема вся нашего сегодняшнего разговора в том, что мы какие-то риски в обществе считаем приемлемыми, а какие-то нет. Мы все, например, летаем на самолетах. Это тоже очень большой риск. Иногда самолеты падают. Вспомним историю там, даже с поляками, да, то есть недавние. То есть мы все ездим на автомобилях и попадаем в аварии, к сожалению. Но принимаем этот риск, да, то есть пытаемся, значит, применять, значит, в самолетах у нас рассказывают стюардессы о том, как правильно дышать, в автомобилях, соответственно, тоже подушки придумываются, там, ремни и так далее. То есть в этом смысле вопрос приемлемого риска. Вопрос с асбестом и другими токсическими веществами находится в затененной зоне оценки риска. Почему? А потому что если, извините, самолет упал или автомобиль развалился, то это сразу видно риск и проблема. А вот что делать с рисками, которые оттянуты во времени? Риски, которых не видно на сегодняшний момент. К таким историям относится история радиации, история химических веществ, грязной воды. Ну, проблема в том, что многие химические вещества не попадают в наши органы чувств, то есть мы их не чувствуем, но они начинают работать в нашем организме. В предыдущей сессии говорили о том, что канцер-регистр, или там, что международная организация ввела в свои, значит, регистрационные системы очень много странных веществ. А действительно, вот я по своей профессии генетик, по первой, вот, и одно из ключевых генетических исследований, посмотрите, Дубинин открывает о том, что нет нижнего порога у мутагенов, а соответственно канцероген. То есть мутагенез так устроен. Это не потому, что мы здесь рассказываем, мы так с вами устроены. Такова нижний порог не присутствует. И одной молекулы мутагена бывает достаточно, чтобы нарушить передачу генетической информации. Где нарушена генетическая информация, мы все начинаем понимать, развивается цепочка, и могут рак и другие болезни. Вот, так что здесь мы понимаем, что мы с вами ни в коем случае не должны говорить о том, что противостояние экологических и экономических интересов. Вопрос в том, что мы пытаемся говорить о качестве жизни. Несомненно, как члены общества, как люди, живущие в этой стране, мы за сильный экономический рост, прошу прощения. Но вопрос всегда стоит о цене. Какой ценой будет осуществляться этот экономический рост? И вот в данном случае мы просто хотели сфокусировать свое внимание на проблеме, связанной с экономической деятельностью и асбестом, его производством и потреблением. Очень интересный, действительно дискурсивный вопрос. В заключение своего введения я хочу сказать, что когда-то для меня эта ситуация очень сильно напоминает ситуацию Древнего Рима. Прошу прощения за историческую справку. Там, в отличие от варварских стран, римляне жили в хороших условиях. У них были ванны, у них были, значит, соответственно, водопроводы. Но уже хрестоматийный случай о том, что водопроводы делали из свинца. То есть это было просто очень удобно. Свинцовые трубы, по ним хорошо была вода. И действительно, это были мытые, хорошие, сытые люди, которые очень быстро умирали, и у которых очень быстро рождались, извините, здоровые дети. И только когда, через сколько там столетий узнали о том, что, оказывается, это было связано с этим свинцом. Так может быть, нам надо таким образом построить свою деятельность, чтобы вот эти свинцовые, извините, трубы, эти другие тяжелые химические вещества не попадали в нашу жизнь. А то, что это вопрос дискурсивный, так никто, извините, не спорит. Спасибо. Собственно говоря, это вот такое общее введение, и я хочу в свою очередь сказать большое спасибо на самом деле заводу, потому что материалы вы предоставляли, может быть, мы их неправильно проинтерпретировали, но в принципе у меня не было вопросов, мы занимаемся этим уже с октября, по-моему, прошлого года, мы построили целое исследование, то есть это были данные из завода, мы запрашивали и Цюрихское управление и статкомитет, и попытались вообще набрать хоть что-то, что по этому поводу делается. Я благодарен нашим врачам-профпатологам, которые правильно говорят, что просто нет никаких данных. Коллеги, у нас же нет регистра,
То, что регистрируется, это похоже на фантастические байки, извините, да, я вот как ученый вот тут уже встану и скажу, что это просто больше домыслы. Вот попытаться отделить домыслы от какой-то сути мы попытались в этом исследовании. Может быть, какие-то данные не соответствуют действительности, хотя я, тоже готов там за какие-то вещи биться. Поэтому, собственно, исследование у вас есть вот в этом виде напечатанное. То есть я просто, чтобы не занимать время, потому что его мало, остановлюсь на каких-то только наиболее значимых моментах. Хорошо? И, собственно говоря, мне здесь важно этого исследования. Не то, что мы даже, может быть, где-то не до конца уловили. Я не уверен, что мы искажали данные, но, может быть, где-то была неточность. И, скорее всего, это правда. Мы все знаем, при защите диссертации сколько неточностей мы все допускаем. Да? Но вопрос в том, что мы в результате этого исследования получили здоровые и нормальные рекомендации, которые могут помочь нам, с нашей точки зрения, сделать жизнь лучше, качественной, чище и, самое главное, здоровее. Вот, спасибо. Можно быстро покажу. Значит, в исследовании, вот здесь уже говорили о том, что асбест двух групп, амфиболовый и, хризотиловый. 90% международного потребления это хризотиловый асбест, вокруг которого действительно идет множество споров. Значит, вот посмотрите, пожалуйста, что 50... Здесь, когда мы говорим, что не о чем разговаривать, не совсем правда. Есть о чем разговаривать. 53 страны в мире запретили хризотиловый асбест, а мы говорим, проблемы нет. Совсем что ли все ничего не понимают? Что-то же понимают? Вопрос в этой вот правде. Да? И вот вопрос в том, что... Посмотрите, какие страны. Да? Это ЕС, Япония, Австралия. То есть, собственно, развитые страны запретили. Так что, может быть, нам тоже, как стране, двигающейся к развитию, к нормальному, здоровому развитию, стоит об этом подумать. Вот посмотрите, главные асбестовые страны. Россия, Китай, Бразилия, Казахстан. И вы видите распределение. И пользователи, мы в том числе, я не стал специально нас сюда записывать, чтобы понять, в какой список мы хотим попасть. Страны, которые с развитыми системами, или вот в эти развивающиеся. Самое главное, что вот ИАРК, то есть и ВОЗ, и МОД говорят о том, что хризотиловый асбест, все-таки по их данным, он все-таки канцерогенен. И в этом смысле он действительно широко у нас используется. Наша задача привлечь к этому внимание и договориться о том, как же все-таки это работает. И я просто хотел показать на этот момент, что нет ясности про порог безопасности. Достаточно одного волокна, чтобы начала развиваться, профессиональные заболевания. Правпатологи мне помогут. Мезотелиома, то есть за асбестозом действует, и про это, наверное, на следующей сессии много будут разговаривать. Да, пожалуйста. Мы просто делали фотографии вашего завода, я не знаю, просто взяли, сделали, то есть как на заводе делалось, как асбест, да, пожалуйста. Следующий. Это по данным Нацстаткома, то есть мы обрабатывали те данные, которые вы представляете в Нацстатком. Если они нереальные, то, наверное, будем где-то разбираться. Единственное, что я хочу показать вам, что у нас проблема в этом смысле не такая, может быть, жесткая, потому что производство падает, и вы про это тоже сказали. Может быть, но это не вопрос, что мы не должны про это разговаривать, и что мы не должны оценивать этот риск и строить системы предотвращения этого риска. Вот о чем же наш главный текст. Давай дальше. Но, может быть, я не буду комментировать графики, они есть в исследовании, можете прочитать, коллеги. Можно, единственное, что, что мы все время видим, что динамика падения. Вот это самое главное, я хотел показать, что динамика падающая. Но можно вот этот график, что еще у нас интересно, мы сделали анализ ваших данных по пыли, да, то есть провели в графическом виде, и мы увидели, что действительно выбросы, но не внутри помещений. Это вопрос про внутри помещений, у нас нет данных, как вы совершенно правильно говорите, их просто, по-моему, не меряют. Но, может быть, меряют, но я не знаю где, мы не дошли этого. Так вот, вопрос был в том, что... Нет, тут я говорю, что, может быть, мы не получили данных. Вопрос был в том, что, видите, что выбросы ниже норм ПДК, то есть по данным нашего Чуйского управления. Собственно говоря, это тоже... Мы про это уже говорили. Надо быть очень осторожным с этим веществом, потому что садики и школы, которые покрыты шиферными кровлями, это потенциальный риск для наших детей. Но неужели это не должно возбуждать наших защитных механизмов? Вот мы только про это. Информируйте защитные механизмы. Давайте дальше. Но дальше я хотел остановиться на рекомендациях, которые мы
разработали в результате исследований, чтобы они легли в общую логику. Значит, с одной стороны, это разработать национальную программу диагностики и снижения асбестных заболеваний, чтобы появился наконец-то данные, почему же это на предприятии нет заболеваний профессиональных. Это, с одной стороны, это может быть потому, что не мерят, а с другой стороны, потому что их нет. Тут мы не знаем, поэтому мы говорим, давайте эту систему усовершенствовать. Ратифицировать конвенцию 162 МОТовскую по асбесту. Значит, обеспечить координацию между различными министерствами, ведомствами, потому что это проблема. И, собственно говоря, очень было сложно, например, собрать людей сюда, потому что это и образование, это и производство, и экономика, и окружающая среда, и здравоохранение. Это сложный конгломерат действий, который нужен скоординировать. Обеспечить действительно беспрепятственный доступ к информации, о чем, собственно, и говорит Роттердамская конвенция, к тому, чтобы люди знали те риски, которым они действуют. И страны говорили об этих рисках. И мы говорим, предлагаем обеспечить общественный контроль за предприятием вот как бы именно рабочей среды. То есть мы говорим, давайте смотреть, контролировать больше, узнаем про это совместными усилиями. Я думаю, что здесь нет каких-то жестких противоречий. Вот. И науке, конечно, делать исследования, то есть это очень важно, тут все понятно делать. Вот какие мы еще хотели рекомендации сделать? Вот смотрите, мы хотим сказать, что есть рекомендации для промышленности, что взять на себя контролирующие функции. Да, то есть я не буду каждую повторять, но они все, потому что они все присутствуют в исследовании и системе скоординированности, но мы хотим на этом вот как бы тоже, значит, усилить, и что предприятие усилить контроль за рабочих. То есть вот здесь вы видели эту дискуссию, она очень ясная. Давайте дальше. Вот. Можно я пройду для населения, и мы перейдем к контролирующим органам, потому что мы сделали также рекомендации для различных групп населения, тоже их можно будет увидеть. Пройди, пожалуйста, так. Значит, вот, мы хотим зафиксировать вот это внимание на том блоке, который направлен на специальные уполномоченные контролирующие органы. То есть мы говорим о том, что наше предложение, о том, что мы усилили контроль за объектами асбестосодержащими. То есть здесь нет какой-то, я думаю, противоречия ни с вашей стороны, ни с нашей. Я думаю, что предприятие тоже интересовано. Контроль – это не значит, что на вас давят. Контроль – это значит, что вы как бы находитесь под неким здоровым присмотром, потому что вдруг вы тоже подвергаетесь рискам. То есть в этом смысле делать замеры и просто смотреть количество этих волокон. То есть смотреть и говорить о том, что плохо это или хорошо. И другая история, это, например, мы предлагаем, что надо внутри системы Министерства здравоохранения разработать национальный, в конце концов, канцер-регистр, куда вводятся вот эти, значит, в том числе факторы риска. Значит, ввести регулярный контроль за проведением профилактических периодических медицинских осмотров, усилить контроль за условиями труда на рабочих местах, использовать современные методы определения волокон асбеста и реализовать требования тех ратифицированных соглашений, которые страна на себя взяла. То есть мы думаем, что, которые регламентируют ввоз и, значит, передачу асбеста. Я думаю, что вот достаточно, по крайней мере, для позиции, а по нюансам мы уже всегда можем поговорить. Спасибо большое. Спасибо, Владимир. Спасибо Мироновой, которые это подготовили. Такие рекомендации.